Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Месяц июнь. Самые яркие события, самые важные предупреждения. Давайте посмотрим, какой будет ваша жизнь именно в июне. Что случится, что поменяется, что произойдет, что новое придет, что старое уйдет, и с чем вы останетесь. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, корона. Это же корона. Большая корона в корне рисунка. Корона — это успех, это достижение, это награда, это и ответственность. Знаете, еще как идет новый статус, новая роль, новая должность у кого-то. Ну, либо какие-то грандиозные успехи в вашем бизнесе, либо в том деле, которым вы занимаетесь. Корона, конечно, не мелкая. И я-то понимаю, что она, с одной стороны, да, ее видно, она большая, красивая, но с другой стороны, она немножечко еще и тяжелая идет, да. То есть придется, конечно, понапрягаться, чтобы эту корону обрести. Ну, а так, все, что вы задумали, либо на что сейчас ставки делаете, за что беретесь, в чем ваши мечты, в чем ваши желания по короне, это 100% да. Корона всегда говорит, ты достигнешь результата, ты будешь коронован. Это 100% да. То, что задумали, то, о чем мечтаете, вы обязательно получите. Вот корону показали, голову не показали. Но поскольку она из корня у вас идет, да, а корень — это и есть ваша жизнь, еще и по линии судьбы, то что бы вы ни делали, а корону вы точно обретете. Ну, так судьбой положено, да, будете с короной ходить. Дальше, мои хорошие, показывают зайчика. Но зайчик такой, знаете, прям бодрый, смелый. Возможно, зайчиком показывают вас, да, потому что фрагмент, вот он, зайчик ушки, он с правой стороны. И, скорее всего, да, это какие-то ваши ощущения. Может быть, вы чего-то боялись, вы за что-то не брались, может быть, вы кого-то боялись, да, вот какой-то страшный человек, и вы считали, что, ну, навряд ли мне стоит связываться, либо я там не смогу конкурировать, либо соперничать, либо, ой, такое страшное большое дело, мне ли браться, вдруг у меня не получится. Но, смотрите, зайчика показали с бантиком, вот он бантик. Бантик — это всегда хорошее, это хорошее настроение, приятное состояние. Вообще бантики всегда к праздникам. То есть и для зайчика будет праздник, да? Зайчик бантиком себя украсит. Скорее всего, это какая-то работа над собой, над своими страхами. Либо сама судьба столкнет вас с тем, чего вы боитесь, либо кого вы боитесь. И деваться вам будет некуда. Придется посмотреть своему страху в глаза. И вы прям убедитесь, что ничего страшного и нет. А ничего и не происходит. Да? Это зря я боялась, это зря я сомневался. Да? Вот прямо с бантиком, ну, успеха точно добьетесь. Настроение будет потрясающее, и бояться вы точно уже не будете. Ну, никого и ничего. А что вам бояться? Зачем вам бояться? Да? Хороший знак. Дальше. Показывают пустую чашу. Чаша пустая. Знаете, как будто бы у этой чаши пробито дно, и сквозь это дно вся водичка выходит. Ну, если у вас были какие-то вредные привычки, либо были проблемы с отеками, вот эти проблемы решатся. И с вредными привычками вам будет гораздо легче бороться, а может быть, будет какая-то помощь, подспорье, там, медикаментозная, например. Ну, допустим, решили вы бросить курить, да? Есть там и пластыри, и какие-то медикаменты, там куча всякая, да, всего есть, там терапия. И вам это помогает, да, и вы легко прощаетесь со своей дурной привычкой.
Возможно, у кого-то еще отыграется, что человек пьющий в вашем окружении, либо человек для вас близкий и родной, ну, во-первых, гораздо меньше будет, да, прикладываться, а у кого-то прям изъявит желание навсегда избавиться от этой привычки. То есть водичка вся выйдет. И еще, если была какая-то недосказанность, ну вот копилась, да, копились эмоции, копились претензии, там обиды могли копиться, ну, тут точно полегчает, да, либо вы выскажетесь, либо, в принципе, да, что-то вот поменяется, решится, и у вас все эти обиды, они сами уйдут. Ну и кто отеками страдал, возможно, да, вы что-то будете делать, возможно, ничего не будете делать, но отеки ваши точно уйдут. Дальше, с левой стороны показывают якорь, знак весов. И еще показывают стрелочки, которые вверх идут. Ну, весами обычно показывают пары, да, влюбленных людей. Люди, которые созданы друг для друга, но у которых, например, могут быть там свои какие-то осложнения в виде там противного характера, либо несговорчивости, неуживчивости, еще там чего-то. Ну, бывает, да, есть же эта пословица, что милые бранятся, только тешатся. Вот, скорее всего, вы пара, либо вы созданы друг для друга, и не было стабильности в отношениях. Допустим, да, вы ссорились, либо вы не могли быть вместе там, в силу каких-то сложных жизненных обстоятельств. У вас якорь падает на дно, то есть это заякориться, это значит спокойствие, гармония, отношения стабильные, и две стрелочки идут вверх. То есть и стрелочка мужчины, и стрелочка женщины. То есть для супружеской пары, для просто пары и для влюбленных людей, да, которые именно являются половиночками. И также по этому знаку может отыграться, что именно в июне вы встретите ту, либо того, кто является вашей настоящей половиночкой. И после этой встречи у вас и дела в гору пойдут. Ну как, жизнь, она бурлит, она не в застое, а в таком подъемном состоянии, как фонтан. И плюс еще поспокойнее, полегче вам будет жить, да, не будет вас туда-сюда штормить, не будете мучиться, там, с кем общаться, с кем встречаться, стоит ли кого-то искать, да, потому что вы своего человека точно найдете. Дальше показывают крышу пустую и полную. Ну как полную, да, пустая — это просто как образ, а полная — это как настоящая крыша. То есть какие-то домашние, наверное, вопросы, домашние дела, либо вопросы с жильем. У кого-то, вот кто хочет приобрести, либо арендовать, наверное, будут варианты. Один будет очень достойный, а другой будет ни о чем, да, который вообще не стоит рассматривать. Также у кого-то по этим знакам может решиться вопрос в принципе с жильем, да, может вам жить негде. Вот, вы точно пустую крышу на полную поменяете. И также по этому знаку может отыграться момент решения какой-то сложной ситуации именно в семье, именно в доме, либо с домом, с квартирой связаны. Допустим, кто-то претендует, либо у вас какой-то там ремонт должен быть, либо вот что-то прохудилось, да, вот нужно замену какую-то провести. То есть было пусто, станет густо, грубо говоря. И то же самое по состоянию в доме, да, было холодно и пусто, а станет тепло и весело, да. И люди могут посещать ваш дом, и в доме вашем будет уют, теплота, гармония, общение, да, вот, ну, не пустой дом. Кстати, и деньги тоже сюда можно привлечь. То есть денег не было, было пусто и грустно. Да? Теперь у вас деньги появляются, и становится тепло, радостно, весело, да? Общение, приятное, хорошее настроение, состояние. Также могут быть еще и покупки в дом в виде там какой-то крупногабаритной техники, мебели, да, вот как-то обставляете. Мало ли там у вас дом пустой был, вы никак не могли подобрать хорошую мебель, там и качественную, и приличную, и удобную, да. Ну, найдете, купите, дом ваш точно наполняется. Ну, будете под полной крышей, из-под пустой крыши вы точно выходите. Так, замочек. Замочек, не знаю, показывают людей, которые буквально все силы прилагали для того, чтобы какой-то замок не открылся. Ну вот они прям костьми ложились, да, чтобы только замок не открылся.
Но, видно, слишком долго они это делали, устали, скорее всего. И вот я вижу, что замок наконец-таки откроется. Скорее всего, речь идет о какой-то скрытой информации, о какой-то тайне, о чем-то, что нужно знать, но сложно было этого добиться, да, раскрытия этой информации. Какие-то люди прилагали усилия, показывают двух людей. Один из них точно мужчина. Ну, в общем, замочек откроется, вы все узнаете, пожалуйста, сделайте правильные выводы. Тут какие-то маленькие филины вылетают, но они маленькие, они не такие уж опасные. Они вылетают, причем шумом вылетают, да, скорее всего, как неожиданность все-таки будет. Но, тем не менее, замок открылся, вы все знаете, вы все понимаете, можете смело принимать решения. Что бы вы там ни придумали, какое бы решение ни приняли, поверьте, лучше знать все, чем жить в неведении. Ну, а те, кто пытался все это скрыть, один точно вот куда-то пытается отвернуться, как-то лицо руками закрывает, типа это не я, да, я ничего такого не думал, не имел. А второй, как виноватый, голову повесил, да, признает свою вину. Вот мужчина мне идет, вину признает. А вот этот второй персонаж, не могу сказать, то ли мужчина, то ли женщина, но до последнего будет отпираться и будет вот так, знаете, руками лицо закрывать, что типа и я не я, и шапка не моя. Так, на блюде огромная рыба. Вы знаете, тут сложно подобрать слова, но я, конечно, попытаюсь. Блюдо. С левой еще стороны, вот главное, с левой стороны. Левая сторона, она самая неожиданная. Это то, что вы не можете предугадать. Это то, что так и называют, да, большая неожиданность. У вас огромное блюдо. На этом огромном блюде лежит большая рыба. То есть рыба на блюде вам предлагается в момент, когда вы вовсе этого не ждете, и вы совершенно на это не рассчитываете. Такой рыбой могут показать высокий доход, неожиданное финансовое какое-то пополнение, может быть денежный выигрыш, может быть денежная компенсация, может быть и наследство денежное, либо какая-то доля, либо какие-то дивиденды, могут быть еще и вознаграждения. Но это уже прям от фанатов, да, вознаграждение. То есть человек не просто доволен вашей работой, человек поклонник вашей работы. Человек там дает вам 10 раз, 20 раз больше, чем сама стоимость работы, да, в виде, там, не знаю, чаевых, допустим. Да, такое бывает, но бывает достаточно редко. То есть вы ничего не сделали, но вы на блюде получили. Ну, вы так считаете, да, что я ничего такого не сделала особенного, но вот на блюде эту рыбу получаете. Компенсации, выигрыши, финансовая помощь и резкое повышение дохода. Больше никаких знаков не показано. Просто вот блюдо красивое, большое, и на нем огромная такая вот какая-то экзотическая рыба. Ну, не знаю, очень похоже, да, на экзотическую, потому что плавники задние очень интересные. Вы эту рыбу точно, фу, дай бог, получите. Дай бог каждому. Вот честно, помолюсь еще за вас, когда отсыпочку закончу. Пишите имена, все имена прочитаю. Дальше, с правой стороны. А вот с правой стороны показан человек в такой какой-то интересной одежде. Человек, который, ну вы знаете, как будто бы мир переворачивает. Вот в руках планеты, и он ее переворачивает. Мир переворачивает. Ну, или, по крайней мере, какая-то встряска будет, да, потрясет этот мир. Человек, которого никто не воспринимает, не воспринимал всерьез. Человек, которого вы, возможно, ну, жалеете, да, вам жалко этого человека, вы думаете, ну, ни таланта, ни способностей, ни ума, ни сердца, ничего. Ну, жалко этого человека. Жалеете. Возможно, этот человек у вас, ну, так скажем, на попечении находится. Возможно, этот человек, ну, может, и нездоров, да, может быть, как вариант. В общем, вы от этого человека ничего не ждете. Скажу такое слово, конечно, обидное, немножко похоже, как обуза, да. Ну, обуза сознательная. То есть вы понимаете, что да, я могу в любой момент от этого человека отказаться, но человек просто пропадет. А поскольку вы верующий, да, поскольку вы
человек с большим и теплым сердцем, милосердный человек. Вы терпите, да, на себе несете, тащите этого человека. Так вот, от этого человека с правой стороны ждет вас большое потрясение. Прям мир перевернется. Этот человек что-то сделает, либо чего-то добьется. Ну, допустим, человек там 10 лет не работал и работать не хотел. Тут возьмет и на работу устроится. Понимаете, мир перевернулся, сошел со своей оси. Луна с Солнцем местами поменялись. Да? Возможно, человек, который очень там, не знаю, долго болел, вдруг окажется очень здоровым и пойдет там целое поле вскопает, да? Либо там, своими руками ремонт сделает. Человек, который отказывался там, от чего-то, либо что-то не делал, не воспринимал, не слышал, там, не знаю, пил как не в себя. Да? Алкоголизм — это же болезнь. Да? Вот человек пил, и казалось, что все безнадежный. А тут на тебе возьмет и скажет: а я в завязке, а я иду зашиваться, а я иду кодироваться, не знаю, что-то буду делать. В общем, мир перевернется. Для вас это, конечно, будет еще то потрясение. Во-первых, вы в это не верите. Во-вторых, вам кажется, что это все иллюзия, что это сон, это наваждение. И сейчас я проснусь, и сказка закончится, да? И передо мной будет огромная тыква. Кстати, еще и выиграть этот человек что-то может. Да? Вот ни с того ни с сего взять и выиграть. Ну, девушки, женщины, мужчины, ко всем вам обращаюсь, потому что вы все разные, меня смотрят разные люди. Тот, кого вы на себе таскали, вас здорово удивит и станет даже как объектом, либо причиной вашей гордости. Да? Скажете: ну ничего себе. Вот это поворот, конечно. Такого стоило ждать, да? Стоило до этих лет дожить, чтобы такое увидеть. И вот еще из потока идет информация, что если вы кому-то будете об этом говорить, люди категорически не будут верить. И будут считать, что вы фантазируете, что вы обманываете. Представляете, вот даже настолько. Вот люди настолько этого человека знают в негативном свете, что даже не могут себе позволить предположить, не то чтобы поверить, предположить, что это может быть правдой, да, что человек чего-то там добился, что-то сделал, да, вот какое-то удивительное событие. Так, дальше. Ну вот для молодых девушек и также для молодых парней, молодые люди, опять же, кто не замужем, кто без пары, для вас важное предупреждение. Предупреждение про павлина. У этого павлина хвост не настоящий. Скорее всего, либо человек, скажем так, выдает себя не за того, кем является, либо человек вот напускает на себя этот шарм, очарование, а на самом деле там прям вообще ничего интересного и нет. Кто-то на вас захочет произвести впечатление. Человек будет позиционировать себя как очень такого красивого, успешного, там, не знаю, здорового, спортивного, с какой-то хорошей должностью, либо, допустим, если это будет девушка, то она будет говорить: я модель, да, и прочее. А мужчина там скажет: а я спортсмен, да, либо там, актер. В общем, павлин не настоящий, да, возможно, это просто обычная курица, либо обычный какой-то общипанный петушок, который нарядился в костюм павлина и ходит, значит, тут вас соблазняет. Красиво может ухаживать, говорить красивые слова, но это ярмо, понимаете? Если вы с этим человеком сойдетесь, дай бог еще и влюбитесь, то это прям ярмо на себя повесите. Ну, опять же, да, раскроется, что павлин не настоящий, что это обычная курица, а вы уже влюбились. Ну и человек, понятно, что игру свою выиграет. Поэтому прежде чем влюбляться, старайтесь узнать, кто перед вами. И не будьте падки на всякие яркие личности. Да? Действительно, вот успешный человек никогда не будет хвастаться там, часами, какими-то статусами, положением, работой. Наоборот, успешные люди даже как-то стесняются, даже не стесняются, как не рассказывают, да, потому что они хотят, чтобы их воспринимали не как что-то там небожитель, да, а воспринимали как обычного человека. Вот, так что не дайте себя обмануть. И еще, мои хорошие, возможно, по этому павлину еще и бывшая может появиться, причем появиться при параде. Шик, блеск, красота. И человек вам начнет рассказывать, что а я там герой, героиня, там всего добился, добилась, там у меня все хорошо, шоколадно-мармеладно. А на самом деле человек там, не знаю, кредит влез и на эти кредитные деньги гуляет, лоск наводит. Поэтому тоже особо там не верьте, не доверяйте.
потом эти кредиты тоже на вас могут повиснуть, да, либо человек начнет там валяться у вас у ног и просить, чтобы вы помогали с выплатой этих кредитов. Оно вам надо, оно вам не надо. Разочаровываться по второму кругу или по третьему, или по 10-му. Но знаете, для здоровья это вредно на самом деле, да, лучше не надо. Кстати, вот по поводу здоровья хочу вас предупредить про еду. Вот мне идет еда какая-то, вот знаете, она нехорошая, может быть низкого качества, может быть приготовленная с какими-то нарушениями, может быть просрочка, может быть там плохо, неправильно хранили. Опять же, это может быть еда, которую вы и сами захотите приготовить, либо приготовите. Допустим, ну понятно, что все хотят заработать, да? В магазинах там, неправильно хранили какие-то продукты, из которых вы будете готовить. Обязательно принюхивайтесь, присматривайтесь. Да, есть, я знаю, химикаты, которыми могут там и мясо обработать, и оно выглядит как очень свежее. Но, тем не менее, будьте, пожалуйста, особо бдительными в июне со всем тем, что вы кушаете, покупаете, готовите. Чтобы не было проблем с ЖКТ, чтобы не было отравлений, и чтобы качество жизни ваше не падало. Да? Вот прям большой риск такой. Я уже не говорю про покупную еду. Еда на заказ то же самое. Да? Люди гонятся за копеечкой, готовы там на любое мошенничество пойти, на любые риски пойти, вот лишь бы эту копеечку заработать. А потом что вы докажете? Либо вы испортите себе здоровье, даже если что-то и докажете, то кто вам здоровье вернет? Да никто не вернет. Будьте максимально бдительны. Если, допустим, вы там, у вас мероприятие, не знаю, день рождения у вас, либо у ваших близких, и вы решили там заказать у какого-то супер тортодела себе торт, то несколько раз задумайтесь. Даже на старуху бывает проруха, даже качественные мастера, да, качественные изделия в жару, либо в целях экономии, да, могут страдать. Да, и может вкус и не поменяется, но побочка для здоровья точно может пойти. Там всякие пирожки, да, что мы покупаем в магазинах, там, либо на лотках. Опять же, еда в ресторане, еда в кафе. Будьте очень бдительны и внимательны. Тут вплоть до того, что не только ЖКТ, тут еще и какие-то, как вирусы мне идут, не знаю. Может, там человек болен, готовит там шаверму, да, чихнул в нее, там плюнул. А вы покушали, и потом у вас ангина, не дай бог, да, либо еще какая-нибудь зараза. То есть нужно быть очень аккуратными. Вот, опять же, сами тоже мойте почаще, мойте, проверяйте все эти сроки годности, нюхайте, если что-то смущает, не нравится, лучше выкинуть. Понимаете, вы выкинете, сколько оно там может стоить, да, не так дорого, сколько будет стоить лечение. То есть думайте об этом. Это такой прям важный знак предупреждения. Так, еще. А вот, кстати, здоровью очень поможет прогулка, особенно вот вода, мне идет энергия воды. И если есть возможность посещать бассейн, если где-то рядом с вами есть водоем, любой подойдет водоем, даже маленькая там речка-вонючка подойдет, либо фонтанчик какой-то, да, там небольшой какой-то фонтан, ходите туда, стойте, прохаживайтесь, там круги наворачивайте, поверьте, вам это будет помогать. Чаще принимайте душ, умывание, обливание. Если вдруг вы живете там в сельской местности, у вас есть возможность там утречком по росе пройтись босыми ножками, вообще идеально. Помолодеете, похорошеете, здоровье укрепите, вернете кому надо. Прям идеально мне идет. Вот вода и природа, они вам помогают. Прям идеально подходит. Так, и еще старайтесь никому не занимать деньги в этом месяце. Почему? Потому что деньги вам будут, во-первых, и самим нужны. И второй момент, не знаю, с чем это связано, я не могу это сказать, но такое впечатление, все, что вы кому-то отдадите, это будет как будто бы навсегда потеряно. И мало того, что деньги потеряете, так вы еще и с человеком потом перестанете общаться. А если это хороший друг, либо хорошая подруга, а если это родственник, да, зачем вам так рисковать? И, не знаю, какая-то энергия мне идет, да, показан знак, что если вы кому-то что-то даете, вы теряете и то, что дали, и того, кому вы дали. Вот, поэтому лучше никому ничего не давать, не одалживать ни в коем случае, даже если это какие-то небольшие средства, там, не знаю, пару монет, да. И, как знак разлуки мне идет.
Может быть, астрологи что-то подскажут. Я не астролог, да. У меня достаточно поверхностные знания, в достаточном количестве для моей работы, но так, чтобы называть себя астрологом, нет, я не могу. Но вот что-то на небе происходит, либо что-то, вот энергия Земли, неба меняется. Вот никому ничего давать нельзя. И я бы даже не дарила ничего, вот судя по этим знакам. Потому что подарки ваши могут восприниматься не так, как задумано. То есть вы там дарите, вы считаете, что вот человек порадуется, человек, например, она мне такое подарила, либо он мне такое подарил, значит, меня обидеть хотят, либо наоборот, высмеивают мою бедность, там, несостоятельность. Понимаете, даже такие могут быть вещи. Хотите сохранить свое окружение, там, друзей, подруг, никому ничего не дарите. Ну и родственников тоже, если хотите сохранить. А если не хотите, тогда дарите. Дарите, и вы этих людей потом не увидите. Дальше работа. Работа, все, что связано с работой, с делами. Работа будет. Вот кто работает, работа будет, будете работать. Я не могу сказать, что у вас прям какие-то серьезные изменения, но вижу, что вы как-то проще, наверное, будете относиться к своей работе, либо легче будете ее воспринимать. Но вот как-то полегче, попроще, и, возможно, даже обстановка на работе у кого-то будет такой прям, более домашней, что ли, более умиротворяющей, менее стрессовой, менее какой-то напряженной. Вот как-то так мне идет. Может, ничего не поменяется, но вы как-то легче и проще воспринимаете, да, свою работу. Для тех, для кого важны люди, тут, я так понимаю, данность сезона начинается, возможно, людей будет меньше. Но самые, как преданные и верные, конечно же, они останутся, они будут. И, в принципе, я не вижу, что вы там сильно материально пострадаете, либо что-то прям сильно перекосится. Нет, просто, это сезон, да, кто-то на дачу, кто-то в отпуск, кто-то еще куда-то, да. Лето все-таки, да, люди не сидят, не привязаны к дому. Для тех, кто только делает первые шаги там, в своем бизнесе, допустим, да, вы недавно открылись, запустились, и вы вот первые шаги делаете. На самом деле, опять же, стресса меньше будет, да, вы уже как немножко привыкли, руку набили. Но с другой стороны, вы потихонечку набираете обороты. То есть у вас нет такого мощного, быстрого старта, когда у вас там все горит, пылает и крутится, вертится. Вы потихонечку раскручиваете маховик своего бизнеса. Не спешите, потому что, как говорят, поспешишь, людей насмешишь. Опять же, быстро взлетишь и также быстро упадешь. А вы все делаете постепенно. Кстати, выяснится даже что-то, что вы, например, упускали из виду. Что-то, что нужно подтянуть, переделать, пересмотреть, переоформить. Да? Что-то выяснится. И опять же, вот этот медленный темп и режим, он помогает вам избежать крупных ошибок. И все делать поэтапно. Ступенька за ступеньку подниматься все выше и выше. То есть каких-то там прям супер событий я не вижу, но вижу просто обычный спокойный темп работы. Для тех, кто ищет работу, а вот это самое интересное, кто ищет, очень похоже на испытательный срок. Либо вас конкретно оформляют, да, и вы проходите испытательный срок, либо вы договариваетесь, что вас возьмут на испытательный срок. Но опять же, вы все разные. Смотрите, не надо быть как впереди планеты всей. Вот кто выйдет на испытательный срок, будьте лучше приветливым, улыбчивым, спокойным, уравновешенным человеком. За все хвататься не надо. Если чего-то не понимаете, подойдите, уточните, спросите, объясните, скажите, что я человек новый, я не хочу проблем, я не хочу ошибок, поэтому я хочу уточнить, поэтому мне важно точно знать, да, дайте мне точную инструкцию. Кто будет только лишь договариваться на испытательный срок, в принципе, неплохо, да, вы договариваетесь, и, скорее всего, работа вам, наверное, понравится, может, заинтересует вас такой вариант. Там могут быть какие-то заминки в плане того, что дата может перенестись, скажут, приходи с понедельника, либо потом передумают, скажут, нет, выходи чуть позже, со следующего месяца, да, и так вам могут сказать. Ничего плохого в этом нет, это нормально, да, это нормально. Так, дальше. Для тех, кто хочет уйти с работы. Тут тоже такие есть на этой отсыпке, я вас вижу, мои хорошие. Куда вы пойдете?
Я не вижу у вас каких-то прям супер достойных вариантов. А то, о чем вы думаете, ну, назвать вариантом можно лишь только с натяжкой. Это больше там на 80% вашей фантазии и на 20% всего лишь реальность. Пока все не точно, пока все нестабильно, пока у вас нет конкретного трудового договора на руках, что вас вот прям нанимают, да, что вы будете при работе, я бы не спешила. Не спешила. Почему? Потому что вы можете уйти, вдруг там что-то будет не получаться, вдруг, опять же, да, вот вы там себе лишнего нафантазировали, у вас же будет дикий стресс, у вас же кортизол полностью вот прям подымется до макушечки, да, это же просто вырванные годы. Так рисковать нельзя, особенно если вы человек очень чувствительный, восприимчивый и эмоциональный. Также, если вы прям скала, да, может быть, в вашей семье есть такой эмоциональный человек, которому этот период ваш, да, пока вы там меняете работу, очень тяжело может даться. Когда у вас все прям уже будет схвачено, да, все документы подписаны, либо все оговорено, там контракт заключен, тогда да, вы можете просто взять и уволиться и перейти. Это должен быть переход. Там не должно быть этого зазора, что вы сидите дома и ищете работу. Либо надеетесь и переживаете, как подпишут со мной контракт или не подпишут. Такого быть не должно. Кто у меня переживает, что его уволят с работы? Ну, тут только сокращения могут быть. А так я не вижу увольнения. Вы себя, возможно, накрутили, возможно, да, там начальство было не в духе, а вы там распереживались, либо какие-то злонамеренные коллеги там вас решили напугать, разыграть. Поэтому если сокращать, то сокращать будут всех подряд, да? Это не выборочно, конкретно против вас. А если прям вас запугали, что вас хотят уволить, нет, я такого не вижу. Наоборот, вижу, что ваше руководство вами довольно на самом-то деле. Есть другие личности, кого нужно и важно сократить, но не вы. Вас в этом списке нет. Возможно, да, вас хотят напугать, либо хотят запугать, чтобы вы там прям были очень исполнительны и всего боялись. Так, идем дальше. Будет ли вам хватать денег? Ну, в принципе, где-то полмесяца придется, конечно, покрутиться, побегать, поэкономить. А потом у вас резкий такой, знаете, взлет. Может быть, вот эта рыба на блюде. Ну, скорее всего, да, эта рыба на блюде придет, и у вас прям всплеск идет. Ближе, наверное, к концу месяца. Серединка, ближе к концу. Вот как-то так не идет. Но, опять же, вы все разные. А до этого, да, полмесяца придется покрутиться. Там кто-то будет экономить, кто-то будет сокращать расходы, кто-то будет, возможно, как-то там перебиваться. Ну, а потом у вас этот резкий всплеск мне идет. Так, еще. Что на вас повлияет больше всего? То, что невозможное станет реальным. Вот что на вас повлияет. У вас тоже как-то, знаете, вот прям вы туда и не смотрите. Вы как будто бы крестик где-то вот так поставили, да, отвернулись и хотите поскорее все это забыть. Какая-то грустная история из прошлого, либо грустная ситуация, неудачная ситуация. И вот вам прям даже думать об этом не хочется, потому что это реально болит. Какая-то вот как потеря, неудача, как что-то, знаете, вот развернулось и ушло, да? Хотя вы были уже рядом и готовы были схватить рукой. Смотрите, там показывают яйцо, которое начинает проклевываться, да? Ну, во-первых, яйцо это новое, яйцо это результат. А когда яйцо проклевывается, ну, это прям уже достижение. То есть обычно что? Мы получаем яйцо, нам нужно его там высидеть, либо в инкубатор положить и ждать, да, пока оно проклюнется. А у вас уже конкретно проклевывается. То есть момент яйца вы уже пропустили, вы не заметили. Но, слава богу, заметите, что оно проклевывается. То, что вы считали невозможным, нереальным, упущенным, куда-то, знаете, вот как отошло, откатилось, провалилось, да, и вдруг такой вот неожиданный поворот. И вдруг вы понимаете, что ничего ведь не потеряно, а ведь ситуация преобразилась, а ведь сейчас я получу все то, о чем даже не смела мечтать, да, в большем количестве. Так что очень хороший знак. То, что казалось невозможным, станет реальностью. Вот больше всего на вас произведет впечатление. Сказать, что вас будет мурашить, ничего не сказать. Я вижу, что вас прям подкидывает, да, вот даже такое состояние. И хочется верить, и страшно, да, поверить. А вдруг это не так? И еще, мои хорошие,
показывают человека, в руках большая такая вот то ли свекла, то ли морковь, ну что-то как корнеплод, да, большой, видите, вот он тоже с левой стороны. Еще и ботва, видите, показана. И человек вот прям так гордо держит, то ли вам отдает, то ли в принципе хвастается, да, что вот смотри, у меня свекла, либо морковь большая. Это тоже хороший знак, это как знак добычи, ресурса, результата, но полученного другим человеком. Да? Человек вам показывает, да? Смотри, вот я горжусь собой, и ты мной гордись. А может, человек вас угощать будет этой свеклой, либо морковью, почему бы и нет. Это тоже произведет на вас впечатление. А особенно, если вы от человека тоже ничего не ждали, потому что с левой стороны картинка, либо ни на что уже не надеялись, а тут такое, да, а тут прям целый огромный ресурс. Обращайте, пожалуйста, внимание на свои сны. Сны у вас могут быть очень-очень необычными. Это не значит, что там ночь от ночи будет сниться какой-то сон. Нет, это может быть один сон за целый месяц, либо несколько снов за целый месяц. Обращайте внимание. В этих снах какая-то важная информация вам подается. У кого-то в прямом виде, у кого-то в зашифрованном, да, но подается информация. То есть вам нужно это знать, либо вашему подсознанию нужно уловить эту информацию. То есть вы можете подумать, ой, белиберда какая-то приснилась, весь сон что-то непонятное такое снилось, толком не запомнили, но в вашем подсознании это все отложилось. И в нужный момент ваше подсознание будет давать вам эти подсказочки, либо транслировать вам конкретные там советы, ответы, направления, и это будет вам помогать. И да, избегайте, пожалуйста, моментов, когда вы ночью не спите. Не так, что у вас бессонница, и вы не можете спать, вы это не контролируете. Хотя, да, есть же таблеточки для сна. Ну, упустим этот момент, да. Просто вот человек, который смотрит на часы и думает, ой, 12:30, спать совершенно не хочется. Возьму там, я там книжку почитаю, сериальчик посмотрю, либо там в игрушку на компьютере поиграю, да, либо в телефоне. Вот этих моментов избегайте. Прям конкретно избегайте. Сон должен быть. И еще раз говорю, во сне вам важная информация будет приходить. И когда вы сознательно не спите, вы себя лишаете этой помощи, этого подспорья лишаете. Если у вас конкретные проблемы со сном, но у вас это не касается. Хотя тоже можно, да, это все регулировать. Есть огромный спектр препаратов, которые помогают, и народная медицина помогает, да, куча всего. И даже есть эти врачи, сомнологи, да, которые помогают восстановить сон. Ну, это немножко уже, да, другое, это не относится. Когда вы сознательно не спите, вот этого избегайте, пожалуйста. И вот смотрите, еще с правой стороны у вас очень необычная звезда. И эту звезду я видела вчера на воске. Звезда четырехконечная, но с длинными лучами. Ну, как комета, понимаете, да? Комета, которая летит низко, и летит она как-то снизу вверх. Да? Ну, кометы обычно летают сверху вниз, то есть с неба падают. А у вас наоборот, она как-то летит, но с правой стороны. Вот идет мне, что вы прям очень сильно заслужили. Заслужили исполнение, либо какое-то очень яркое событие, которое станет для вас подарком. Исполнение мечты, желания, либо событие, которое станет для вас подарком судьбы, сюрпризом от судьбы. Ну, если сравнить ваш размер и размер этой кометы, ну, комета побольше, наверное, будет, поярче, побольше. Не ждете, но очень надеетесь. Даже вот кто-то верит, да, кто-то верит, что обязательно исполнится. Вот по вере вашей будет вам дано. Ну и за ваши заслуги. А заслуги у вас прям конкретные. Там целый список заслуг. Даже если вы ничего такого за собой не помните, но высшие силы все знают, все видят. За свои заслуги получите. И еще, мои хорошие, но это не то чтобы повлияет, это скорее как такое неожиданное событие в вашей жизни. Событие, которое вам сначала не понравится, а потом вполне себе может и понравиться. Я вижу, что кто-то в вас влюбляется. Вот прям влюбляется, вы это видите, вы это ощущаете, но вы как бы либо ничего не делаете, либо наоборот стараетесь как-то держаться подальше от этого человека в надежде, что человек там не увидит, забудет. На самом деле нет. Но, возможно, человек вам не настолько там симпатичен, как вы симпатичны человеку. Но с другой стороны,
от этой влюбленности будет вам польза. Да? Возможно, это будет ваш, как не знаю, там, поклонник, поклонница, будет хорошо к вам относиться и будет при каждом удобном и неудобном случае вам, там, не знаю, помогать. То есть, в принципе, от вас ничего не требуется, вас там в постель никто не тащит, но при этом человек хорошо к вам относится и вам помогает. И также это может быть платоническая влюбленность, да, когда там вы кого-то напоминаете, там, напоминаете родственников, либо, не знаю, детей, родителей, да, и человек прям тянется к вам, тянется, и от этого будут хорошие события. От этого польза будет. Можно сказать, и выгода. Да, выгода как-то не очень красиво звучит. Но тем не менее. То есть ничего не делайте, лучше поговорите, да, допустим, если вы видите, да, что человек неровно дышит, лучше поговорите, объясните, что, понимаешь, ты хороший человек, но у меня есть парень, там, либо у меня есть жена, там, девушка есть. Либо поговорите о том, что я не заинтересована в отношениях и, в принципе, к тебе ничего не чувствую. Вот, честно скажите, поверьте, никто не обидится, наоборот, будет ясность, и вы будете себя гораздо спокойнее чувствовать. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.